Болжалды келер шақ, болымсыз түрі. Будущее предположительное время, отрицательная форма. Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар, сонымен бүгін бізде 44-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы болжалды келер шақ, болымсыз түрі. Будущее предположительное время, отрицательная форма. Формула выглядит таким образом. Негіз плюс маме, бабе, папе плюс с плюс пын, сын, сыз для твердой основы, пын, сын, сыз для мягкой основы. Вопрос сұрағы не істемес. Айтпас, возможно, не скажет. Келмес, возможно, не придет. Ойнамас, возможно, не будет играть. Жазбас, возможно, не напишет. Жіктелуі, спряжение. Мен айтпаспын, сен айтпассың, сіз айтпассыз, ол айтпас. Возможно, я не скажу. Возможно, ты не скажешь. Возможно, вы не скажете. Возможно, он не скажет. Мен келмеспін, сен келмессің, сіз келмессіз, ол келмес. Возможно, я не приду. Возможно, ты не придешь. Возможно, вы не придете. Возможно, он не придет. Көпше түрінің жіктелуі, спряжение множественного числа. Біз айтпаспыз, сендер айтпассыңдар, сіздер айтпассыздар, ол айтпас. Біз келмеспіз, сендер келмессіңдер, сіздер келмессіздер, олар келмес. Возможно, мы не скажем. Возможно, вы не скажете. Возможно, вы не скажете. Возможно, он не скажет. Возможно, мы не придем. Возможно, вы не придете. Возможно, вы не придете. Возможно, они не придут. Болжалды келер шақ отрицательной формы показывает действия, которые возможно совершаться или не совершаться в будущем. Мысалдар, примеры. Ол айдың аяғына дейін келмес. Возможно, она до конца недели не приедет. Мүмкін ертең жаңбыр жаумас. Возможно, завтра не будет дождя. Мүмкін сен жиналысқа үлгермессің. Возможно, ты не успеешь на собрание. В живой разговорной речи часто можно слышать, когда в одном высказывании используются и утвердительная, и отрицательная формы. Мүмкін айтар, мүмкін айтпас, білмеймін. Возможно, скажет, а может не скажет, не знаю. Мүмкін есіне түсер, мүмкін түспес. Может, вспомнит, а может и не вспомнит. Мүмкін әкелер, мүмкін әкелмес. Может, привезет, а может и не привезет. Если вы захотели сказать что-либо в будущем предположительном времени, лучше всего использовать именно этот образец. Не ошибетесь. Из-за того, что в этой форме есть исключение и нужно четко чувствовать ситуацию ее применения, делает ее трудным в использовании. Но хочется порадовать вас тем, что есть альтернатива этой грамматике, которую проще понять и легко применять в речи. Вы можете познакомиться с этой формой на последующих уроках. Рассмотрим примеры диалогов. Диалог, мысалы, примеры диалогов. Мына мақаланы оқы. Оқимын, бірақ түсінбеспін. Неге? Мұнда терминдер көп екен. Прочитай эту статью. Прочитаю, но, возможно, не пойму. Почему? Здесь много терминов. Рассмотрим примеры пословиц. В данных примерах мы видим, что глаголы стоят в форме будущего предположительного времени отрицательной формы. Вот они. Значит, они должны означать то, что произойдет или не произойдет в будущем. Но здесь это правило не работает. В пословицах их значения меняются ровно на 180 градусов, и они показывают обратное. Неуверенность превращается в уверенность. Итак, примеры. Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас. Нет земли, как родная земля. Нет страны, как родная страна. То есть полное утверждение. Нету на земле такой земли, как родная земля. Нету на земле родной страны, как родная страна. Жомарт бергенін айтпас, ер айтқаннан қайтпас. Щедрый не говорит о том, что дарит. Настоящий мужчина не отрекается от того, что сказал. Жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас. Смысловой перевод этой пословицы: один в поле не воин.
Но если сделать дословный перевод, то «не слышно голоса одинокого». Нет пыли от пешего, в отличие от всадников. Дорогие друзья, если вам понравился урок, ставьте лайк, подпишитесь и оставляйте комментарии. Благодарю вас заранее.